быстро дело. И они такие, в свитере. Видели он здесь? Да, он здесь. Да, он такой, вот, на прошлой неделе проводим. Тяжелый такой, очень тяжелый был вопрос, и мы прям, когда ехали, очень переживали. Госслужащим быть очень ответственно, потому что те решения, которые ты принимаешь в той или иной сфере, в зависимости от того, что ты курируешь, то есть ты понимаешь, что они влияют на развитие этой сферы, они влияют на людей, и это, конечно же, очень большая ответственность. Поэтому с этой перспективы, когда принимаешь решение, когда на работе каждый день думаешь о том, что как правильно принимать решения так, чтобы в дальнейшем оставить действительно какое-то позитивное, долгоживущий, какой-то хороший эффект и результат. Вот с этой перспективы, мне кажется, это ответственно, сложно, но при этом на самом деле очень интересно в той части, что ты действительно можешь повлиять, что-то привнести. Поэтому думаю, что это такое немножко по-разному. Я всегда говорю, что я не являюсь экологом по образованию, скорее экологом по призванию. Вообще вопросами экологии я заинтересовалась, я думаю, что больше 10 лет назад. Я еще тогда была в университете студенткой, и я начала увлекаться вообще концепцией устойчивого развития. Это когда экономическое развитие, оно сбалансировано с экологической устойчивостью и социальной справедливостью. Мне стало интересна эта тема, и я вот начала заниматься, потихоньку начала углубляться в вопросы экологии. И 10 с лишним лет я фактически нахожусь в этой сфере. И, наверное, мне кажется, я никогда не ожидала, что я все-таки буду работать профессионально в экологической сфере. Тем не менее, после завершения уже магистратуры я, то есть, так и ушла у меня экологическая стезя. Я работала в Организации Объединенных Наций, в секретариате региональном и в дивизионе именно по окружающей среде и развитию. Поэтому мне на самом деле нравится экология. Она такая, она не обязательно очень узкая, она действительно она узкая, тем не менее она фактически соприкасается практически со всеми секторами экономики. И более того, я всегда говорю, что экология – это, скажем, что-то такое публичное, да, то есть это то, что для людей, то, что для их благополучия, благосостояния, это для нашего будущего поколения. Поэтому с этой перспективы, конечно, когда ты работаешь в экологии, ты по большей степени именно взаимодействуешь с людьми, с их ощущениями, с их благосостоянием, с их здоровьем и так далее. Поэтому с этой перспективы, мне кажется, такая очень, на самом деле, хорошая сфера, благородная, я бы сказала. Ну, я работала не в международной компании, не в иностранной компании, а в международной организации. Конечно, когда мы говорим о международной организации, ООН, тем более это региональный секретариат, конечно же, туда собираются самые лучшие, скажем, выпускники, профессионалы и так далее. И я думаю, что мне очень сильно повезло, потому что та команда, с которой я работала, у которой я училась и где я профессионально становилась, она очень профессиональная. Это люди, которые проработали в топовых, скажем, организациях, местах и на каком-то этапе пришли именно в эту организацию. Мы взаимодействовали, то есть в состав нашей организации входило 63 государства Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть фактически это очень разные люди с очень разной ментальностью. И поэтому вот работать там и выстраивать политики для них, взаимодействовать с ними, на самом деле это очень интересно, очень обогащает. Поэтому вот с этой перспективы, конечно, тот опыт, который я получила, он очень большой, очень интересный, и я, конечно же, стараюсь уже у себя здесь на работе максимально применять. Конечно, отличается, потому что то есть если там мы говорим, что люди, скажем, с очень большим, богатым опытом приходят, конечно, у нас здесь на госслужбе, у нас есть те, которые очень опытные, у них очень интересно и учиться, и обмениваться. Есть те, которые молодые ребята, но тем не менее с очень интересными идеями. Поэтому с этой перспективы нельзя сказать где-то лучше, где-то хуже. Везде по-своему. Но самое главное – это применять вот этот опыт, который я собрала в том же самом парламенте, в той же самом ООН, еще где-то.
То есть его миксовать и уже использовать этот опыт для того, чтобы делать свою работу здесь как-то по-другому и иначе. Так, нужно подумать. Сейчас, что мы сделали интересное. Ну, я думаю, здесь сейчас, если говорить о том, что происходит, наверное, мне немножко сложно сказать, что вот это мы сделали, уже все завершили. Потому что действительно одна из таких особенностей заключается в том, что я как бы считаю, что необходимо системные изменения вносить. И здесь сейчас проанализировать в ту ситуацию, в которой мы находимся, конечно, здесь очень много есть, скажем, узких горлышек, которые необходимо менять. Где-то законодательно необходимо менять, где-то системно нужно менять. Вот элементарно даже у нас сегодня на курсе есть местные исполнительные органы, и я вот с ними разговариваю, с акиматами, у нас большая проблема со стихийными свалками. По стихийным свалкам я уже несколько месяцев пытаюсь понять, почему. То есть одно дело, когда мы убираем эти свалки, другое дело, когда мы не позволяем им образовываться. И, конечно, например, даже вот сейчас я говорю с некоторыми акимами, их мои департаменты территориальные, наши департаменты территориально штрафуют за то, что имеются свалки. Тем не менее, есть проблемы. И проблемы, когда мы говорим, их на самом деле очень много. Где-то судебная практика разная, где-то не хватает потенциала, где-то, например, не до конца прописаны законы, правила, допустим, к строительному мусору, к строительным компаниям, не везде прописано. И сейчас одна из вещей, которыми мы занимаемся, это как раз-таки понять, где находятся эти узкие горлышки для того, чтобы их решить. Их нужно разрешать, вот знаете, как узелки развязывать. Поэтому с этой перспективы здесь я, конечно, стараюсь немножко более широко мыслить, потому что, с одной стороны, можно, конечно, сегодня я там, как говорится, быстрые победы, мы все любим быстрые победы показать. С другой стороны, что после того, как, допустим, я сменю род деятельности, допустим, куда-то перейду или уйду, ну, люди меняются, да, а хотелось бы, чтобы вот эти проблемы, они снова не появились. То есть вот самое главное – это решать на системном уровне. А когда мы решаем на системном уровне, это иногда требует немножко больше времени. Вот в этой части, конечно, сейчас на нескольких вопросах я сфокусировалась. Это вот как раз-таки твердобытовые отходы, в целом отходы. Это огромная проблема, очень много есть сложностей в части реализации. Мы где-то отдали компетенцию местным исполнительным органам, но мы видим, что им очень тяжело, где-то они не успевают, не получается у них справляться. Где-то методологическая должна поддержка быть, где-то еще что-то. Где-то, например, одна из больших проблем – это то, что узаканивание свалок, где-то полигонов у нас не имеется, разработка документов стоит огромных денег, то есть, соответственно, нужны типовые, да, проектно-сметная документация. То есть здесь целый клубок, огромное количество проблем, которые нужно по одному решать для того, чтобы, я надеюсь, что в следующем году мы будем меньше говорить о несанкционированных свалках. Я на это надеюсь, по крайней мере, такую задачу ставлю. Второй вопрос – это, конечно, качество воздуха. Он всех нас очень сильно беспокоит. Это, опять же, здесь различные есть источники. Где-то есть стационарные источники, где-то косы, да, неработающий сероводород, где-то у нас имеются просто старые транспортные средства, например, в городе Алматы это большая проблема. И здесь тоже, когда мы говорим о реализации, казалось бы, у нас инструменты есть, но не всегда они работают. Сейчас мы также прорабатываем вопрос того, как нужно отработать, чтобы их не было. Поэтому здесь проблем много, вопросов много, но в целом как бы один из таких хороших вещей – это то, что у нас общественность очень активная, очень активно поднимает вопросы. И вот в этой части, конечно, нам вот эта обратная связь, она для нас очень важна, потому что это позволяет нам определить проблемы, где-то выявить, как мы можем взаимодействовать для того, чтобы решать эти проблемы. Поэтому задач очень много. Вот. Но в целом я стараюсь позитивно подходить к работе. Ну, что я считаю очень важным, это всегда обучаться чему-то новому. Потому что если ты продолжаешь каждый день делать одно и то же, ну, рутину, да, рутинную работу, в какой-то момент начинаешь терять немножко где-то навыки, где-то, как говорят у нас, глаз замыливается и так далее. Поэтому вернуться, немножко обучиться, научиться новым навыкам, обменяться в том числе, я думаю, что это очень полезно, поэтому у меня такие очень хорошие, позитивные
скажем, ожидания в той части, что все-таки нам действительно нас снабдят дополнительными инструментами, которые позволят мне решать те проблемы и те задачи, которые стоят перед, скажем, моим блоком на сегодняшний день. Поэтому в этой части я вот как бы стараюсь быть open-minded и максимально большое количество, скажем, инструментов и знаний впитать, потому что в конце концов это все потом завтра будет ложиться уже в то, как я выполняю, скажем, свои задачи, свою работу.